Госдума РФ. Таджиков на фронт. Кыргызстан. Азаттык закрыт. Лента на груди. Рахмон на параде Победы в Москве. В Госдуме хотят мобилизовать бывших граждан Центральной Азии, получивших российское гражданство. Депутат Госдумы Михаил Матвеев заявил, что готовит поправки, позволяющие мобилизовать таджиков и других граждан стран Центральной Азии, получивших российское гражданство. Депутат от фракции КПРФ задался вопросом, почему мигрантов из Средней Азии не призывают в рамках частичной мобилизации. Почему из Средней Азии в Россию ежегодно прибывают дивизии мужчин получать российское гражданство? Только за первый квартал этого года россияне приросли на 45 тысяч таджиков, но мы не видим их на фронте. В чем же дело? Почему их не мобилизуют? Где таджикские батальоны? Написал Матвеев в своем телеграм-канале. Он допустил, что их не призывают в российскую армию из-за наличия двойного гражданства. Именно двойное гражданство является формой сосуществования миллионов среднеазиатов. Очень удобно, констатировал Матвеев. В законе о миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства, в который я предлагаю поправку, предусмотрен закрытый перечень сведений, которые фиксируются при осуществлении миграционного. Депутат не объяснил, однако, почему именно таджики должны отдавать свои жизни за геополитические игры России, которая и так принесла столько горя и смерти народам их региона. Пусть таджики и убивают таджиков и делают свою революцию. Пусть они сами это делают. Кроме того, наблюдатели отмечают, что представленная депутатом картина, в которой якобы на войну в Украине мобилизуют только русских, совершенно не соответствует действительности. На самом деле, Кремль намеренно в первую очередь мобилизует народы Кавказа и Поволжья, а также трудовых мигрантов, в первую очередь, кстати, как раз таджиков, причем часто насильно. Откуда вы? Таджикистан, город Душанбе. Откуда? Узбекистан. Узбекистан. Страна. Узбекистан. Курьер Яндекс.Еды вез еду, его задержали полицейские, как это обычно бывает, за лицо, без всякого повода. Сказали, что он должен подойти к автобусу, он подошел, его втянули в этот автобус, автозак, сильно избили, дубинками, ногами, требовали расписаться. Он понял, что его заставляют расписываться в чем-то прям сильно нехорошем. Отказался. Они ему к половым органам несколько раз прикладывали электрошокеры и давали разряд. После этого он сказал, что распишется вообще в чем угодно. Они ему дали, он видел, что он подписал контракт с Минобороны. Один из таких случаев и привел к тому, что в октябре прошлого года двое таджиков расстреляли на полигоне 26 человек, как выяснилось позже, после оскорблений со стороны старших офицеров их религии. Пока русские на фронте, мигранты атакуют наши тылы. Люди предлагают, если они граждане России, получили гражданство, пожалуйста, на передовую. Не пошел на передовую, не выполняешь свой гражданский долг, пожалуйста, обратно к себе на родину. На родину, да, лишить гражданства. Как средство массовой информации. Судья Ленинского районного суда Чолпон Каримбаева удовлетворила иск Минкультуры о прекращении деятельности кыргызской версии «Радио Свобода Азаттык» как СМИ. Соответствующее решение принято 27 апреля, пишет Central-Asian.org. Во время прений сторон мы привели доводы, предусмотренные законодательством и Конституцией. К сожалению, суд нас не услышал. Как я сказал, во время прений сторон решение суда должно было показать, есть ли у граждан право получать и распространять достоверную информацию, или это право просто номинально прописано в Конституции. Сегодняшнее решение дало ответы на эти вопросы, прокомментировал решение суда адвокат Азаттык Медиа Тимур Султанов. 23 января стало известно, что Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики подало в суд иск о прекращении деятельности Азаттык Медиа как СМИ. В иске ведомство указывает, что материал телепередачи «Настоящее время Азия» о конфликте на кыргызско-таджикской границе, ставший поводом для блокировки сайтов Азаттыка, не удален и распространяется в социальных сетях.
Действия Азаттык Медиа, по мнению истцов, противоречат требованиям закона о средствах массовой информации. В соответствии со статьей 23 не допускается пропаганда войны, насилия и жестокости, национальной, религиозной исключительности и нетерпимости к другим народам и нациям. Ранее ряд международных организаций, политиков, а также сотни кыргызских деятелей потребовали обеспечить беспрепятственную работу Азаттыка. Сайты Азаттыка заблокированы решением Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызстана с 26 октября 2022 года. В ведомстве пояснили, что эта мера будет действовать до тех пор, пока материал, из-за которого принято решение о блокировке, не будет удален. Адвокаты Азаттыка обратились в суд, чтобы оспорить это решение Минкультуры. Если они, коль просят приостановить деятельность за нарушение требований закона о СМИ, то тогда они должны были предоставить доказательства того, что они нарушили какой-то закон, какую-то норму. Президент Таджикистана посетил торжественные мероприятия, посвященные празднованию 78-летия Победы в Москве. В Кремлевском дворце его встречал президент России Владимир Путин, сообщает пресс-служба президента РТ. Эмомали Рахмон 9 мая принял участие в военном параде на Красной площади в Москве, на который также приехали лидеры Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Белоруссии Александр Лукашенко и премьер-министр Армении Никол Пашинян. О намерении многих из них приехать в Москву на празднование Дня Победы стало известно только накануне 9 мая. До этого СМИ писали о том, что единственным участником торжеств в честь Дня Победы в Москве станет кыргызский лидер Садыр Жапаров. Несмотря на то, что сам факт участия в параде президентов стран СНГ уже демонстрирует поддержку, тем не менее Эмомали Рахмон снова выделился на фоне своих коллег, продемонстрировав свою особую лояльность России и лично Путину. Только Путин и президент Таджикистана Рахмон прикрепили к себе на грудь бутоньерки с георгиевской лентой. Лукашенко, президенты Узбекистана и Кыргызстана Мирзиёев и Жапаров с лентами своих национальных флагов. А президенты Казахстана, Туркменистана Токаев и Бердымухамедов, а также армянский премьер Пашинян и вовсе не стали ничего вешать себе на грудь, отмечает на своей странице в Фейсбуке политолог и специалист по Центральной Азии Аркадий Дубнов. Хотел бы от имени правительства Таджикистана, а также от своего имени поблагодарить правительство Российской Федерации и лично вас, уважаемый Владимир Владимирович,